Добрый вечер. 29 декабря, 671 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Десятки миллионов на казачество. Севастопольским казакам власти полуострова выделят 88 миллионов рублей из госбюджета. Принята программа, согласно которой казаки получат статус госслужащих, войдут в состав военных подразделений и будут принимать участие в охране общественного порядка. Планируется создавать хутора и станицы. Вчера казаки проводили рейд по домам крымских татар в поселке Долинка Красноперекопского района. Заместитель редактора российского радио «Эхо Москвы» сравнил поведение казаков в Крыму с действиями нацистских оккупантов. Владимир Варфоломеев сопоставил рейды казаков в селе Долинка с отрывком из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия», где речь идет о действиях немецких захватчиков. На рассвете мать услышала стук в дверь. Начальник полиции, унтер и двое солдат спросили Олега. Обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку. В это время обыск шел и у Анатолия. Он стоял посреди комнаты, солдат держал его сзади за руки. Полицай наступал на Таисию Прокофьевну и кричал: «Давай веревку, тебе говорят». «Очумел ты, чтобы я дала тебе веревку родного сына вязать?» «Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал. Их же 6, как же им вести одного несвязанного?» Таисия Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына. «Молодая гвардия», Александр Фадеев. Я должна сказать, что когда утром Володя дал мне эти два текста, Александр Фадеев был написан в самом конце. Я не настолько хорошо знаю классическую литературу, признаюсь, я их прочитала как одну историю. Если вы считаете, что Крым ваш, почему вы ведете себя как оккупанты на временно захваченных территориях? Вот, собственно, и весь комментарий. Материалы о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана собраны и направлены в ФСБ. Организатор батальона Ленур Ислямов, так считает прокурор Российской администрации Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, материалы в ближайшее время будут направлены в Следственное управление для возбуждения еще одного уголовного дела против Ислямова. Поклонская также сообщила, что его действия подпадут под статью «Организация незаконного вооруженного формирования» или «Участие в нем». У нас достаточно много людей принимает участие в боевых конфликтах, и государство избирательно относится к наемникам. Но тут ведь, понимаете, что тут как таковой нет войны никакой. Вот. И организация, она же пока еще как официальная боевая единица не зарегистрирована, насколько мне известно. Вот. Поэтому на данном этапе, естественно, никакого состава преступления нету. Более того, если он ее сформирует, прекрасно. Есть граждане России, которые служат в иностранном легионе во Франции. Есть граждане России, которые служат в войсках НАТО. Это абсолютно никак уголовно не преследуется. Потому что наемничество – это непосредственное участие в боевом конфликте. Здесь пока речь о боевом конфликте, насколько я знаю, не идет. Но военная группировка, она же не является преступной организацией, не является бандгруппой. Поэтому здесь какой состав? Здесь состава нет, здесь все на основании закона. Человек живет в этом государстве, занимается определенной деятельностью. Государство ему не запрещает этой деятельностью заниматься. Я не вижу тут никаких составов преступления. Умер генерал, руководивший операцией по аннексии Крыма. Генерал-майору Александру Шушукину было 52. Он занимал должность начальника штаба ВДВ. О его смерти сообщила пресс-служба Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, выпускником которого он был. О причинах смерти не говорится. По словам советника министра внутренних дел Украины Станислава Ричинского, Шушукин возглавлял десантный контингент России в операции в Крыму в прошлом году. По версии бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызка, смерть Шушукина не была случайной. Он уверен, в России начались зачистки среди тех, кто много знал о планах и действиях Кремля. Председатель законодательного собрания российской администрации Севастополя Алексей Чалый подал в отставку. Этому предшествовал долгий конфликт с севастопольским губернатором Сергеем Миняйло. Чалый аргументировал свое решение невыполнением программ развития, которые севастопольцы поддержали в прошлом году. Чалый был первым руководителем города в составе России, но затем отказался от поста губернатора в пользу Миняйло. Вскоре Чалый начал публично и очень резко критиковать нового губернатора. В Украине нет стратегии возвращения Крыма. Об этом сообщил
Украинский политолог Тарас Березовец. По его словам, президент Украины Петр Порошенко дал Совету национальной безопасности и обороны 2-3 месяца для разработки документа. Официального подтверждения на сайте президента пока нет. Еще в июне на пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственная стратегия возвращения Крыма уже на финальном этапе, и Совбез Украины вот-вот ее обнародует. Верховный суд Российской Федерации вернул дело украинского активиста Александра Костенко в Крым. Адвокат Дмитрий Сотников направил апелляцию в наивысшую инстанцию, потому что Крымский суд не принял во внимание обстоятельства, смягчающие обвинения. Теперь Президиум Высшего суда Российской администрации Республики Крым пересмотрит дело Костенко. Верховный суд Российской Федерации счел, что изложенные в ней доводы как раз наоборот являются существенными и должны быть рассмотрены именно в Президиуме. Поэтому постановление Верховного суда Республики Крым об отказе передачи кассационной жалобы в Президиум Верховный суд Российской Федерации отменил. И, соответственно, данное постановление об отмене требованием рассмотрения кассационной жалобы в Президиуме направил в Верховный суд Республики Крым. Соответственно, когда Верховный суд Республики Крым получит это постановление, он обязан будет истребовать дело Костенко из суда первой инстанции, это Киевский районный суд города Симферополь, и рассмотреть его в кассационном порядке. Наилучший исход, который возможен именно в кассационной инстанции обжалования, это прекращение производства, прекращение уголовного преследования по пункту Б, части 2 статьи 115, за легкий вред, причиненный сотруднику Беркута на Майдане, потому что здесь ни действие закона во времени, ни действие закона в пространстве не подпадает под данное деяние. И, соответственно, мы считаем, что по данному деянию должно производство прекратить, а по части 1 статьи 222 по поводу ствола должны передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Не хотят возвращаться на родину. Украинские переселенцы, бежавшие в Россию, ищут новое пристанище. Их выселяют из подмосковного пансионата «Ласточка». Российская федеральная миграционная служба больше не оплачивает услуги учреждения, в котором сейчас живут украинцы. Беженцы, говорят, в Украину не приедут. Их там считают предателями. Езжайте куда хотите, живите как хотите. Обратно возвращаться домой сейчас, где под Украиной, мы не знаем, чем это закончится. И я боюсь, что мы приедем, допустим, там будем как предателями для них уже. Вот в чем дело. Мы бы хотели вернуться на родину, но мы просто не можем туда вернуться. Как нехорошо здесь, но каждый понимает, что на родине лучше. Получается, мы заложники этого положения. Как вроде нашей территории Луганской области отошла к Украине, а мы туда не можем вернуться из-за того, что там открыты уголовные дела. И туда шли из бюджета деньги, ему перестают платить, он перестает этих людей содержать. Зачем ему это делать, если это бизнес? Государство должно подумать, как продлить обеспечение этих людей жильем, питанием. Отношения между Россией и Турцией в следующем году продолжат обостряться. Такой вывод содержится в прогнозе американской разведывательно-аналитической компании «Стратфор». Согласно расчетам аналитиков, Турция, скорее всего, осуществит военную акцию на севере Сирии, а также попытается увеличить свое присутствие на севере Ирака. В целом, по прогнозам аналитиков, Турция усилит свое влияние в регионе. «Стратфор» приходит к выводу, что эти действия увеличат риск противостояния Турции с Россией и Ираном. Аналитики отмечают, что Россия меньше хотела бы конфликтовать с Турцией, так как Анкара контролирует подходы к Черному и Средиземному морям. Но этот сценарий неизбежен. Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24. В Москве возле украинского посольства почтили память российского активиста Влада Колесникова. Он приобрел известность в июне 2015 года, когда пришел на занятия в футболке с украинским флагом и надписью «Вернуть Крым». После этого еще нескольких инцидентов Влад был отчислен из техникума. Им заинтересовались спецслужбы. Близкие уверены, его смерть – это следствие давления за его гражданскую позицию и поддержку Украины.
Совершенно нелепая, дикая смерть человека, который, даже не успел себя никак проявить в этой жизни. Такие люди, это цвет нации, по сути дела, да, которые выражают свою позицию независимо уже в таком возрасте. И если в стране гибнут такие люди, то что же остается здесь? И мы обязательно будем помнить о нем, и мы, и не только мы, и вообще те люди, которые поддерживают, скажем, или занимают независимую позицию по Украине, то есть стараются разобраться в том, что происходит, не верят вот так спонтанно той пропаганде, которую мы слышим из средств массовой информации российских, и Влад не верил тоже, и поэтому на него оказывалось давление, и поэтому в результате это совершенно однозначно, что это даже никем не подвергается сомнению, что его смерть связана с его позицией по Украине. С начала года уровень инфляции в России достиг более 12%. Рубль обесценивается, все дорожает, экономика ослабевает. Что об этом думают сами россияне, узнавали корреспонденты «Радио Свобода». Вот конкретно экономически очень хреново на самом деле. Вот все, кроме экономически хорошо, а экономически хреново. Жутко дорого все. Вот прямо я аж замечаю, насколько все дорожает. Причем вообще на пустом месте абсолютно. Ну как на пустом, там санкции, конечно. Но вот для меня на пустом, я же в этих санкциях-то не участвовал никак. Плохо, потому что экономика не в состоянии поддержать ни образование, ни медицину. Я про пенсионы не говорю. Тут кому-то хорошо, кому-то плохо, но все-таки как-то. А я сама в образовании отвратительно. Я бы не сказал, что хорошо, и не сказал, что плохо. Сложное настроение, состояние. Все напряжены, но все равно остаются как есть. Вроде все продается. В магазинах все есть. Как потребитель могу сказать, в наличии все товары. Дефицита нет. Не очень хорошо, наверное. Потому что инфляция. И так перед Новым годом цены всегда подскакивают. Сейчас они еще более значительно подскочили. То, что раньше могли позволить перед праздниками, теперь уже не можем. Лига крымско-татарских женщин покинула офис. Общественная организация находилась на территории Крымско-татарской библиотеки имени Гаспринского. Освободить помещение их попросила директор библиотеки Гульнара Ягьяева. В нем уже отключили электричество и отопление. За свою 20-летнюю деятельность общественно-политическая организация Лига крымско-татарских женщин провела огромное количество благотворительных мероприятий. Под Алуштой устроили незаконную свалку. Об этом «Твоей газете» сообщили горожане. Оказалось, уже в течение нескольких месяцев десятки самосвалов ежедневно вываливают в балку сотни тонн грунта, пряча под землей все живое и неживое. В городадминистрации Алушты о стихийной свалке ничего не знают. Уверяют, никаких жалоб не поступало. По их словам, участок земли расположен за пределами Алушты, а значит, находится под управлением российской администрации Крыма. С лета начали возить землю. Вот это все КАМАЗами, 20-тонниками. Внизу речка проходит. И вот уже скоро ее засыпят. Если эта насыпь вся опустится, то речку просто закроют. Речка буквально вот внизу. Сыпят КАМАЗы каждый день. С утра до вечера идет работа. Ездят по 2-3 машины за раз. А целый день по 20 тонн. Очень много машин. С 9 и... А сколько вот в среднем в день машин вы Я наблюдаете? не знаю, они все время ездят. Целый день. Сколько можно ездить? Постоянно гудят. Через каждых 15 минут. Ну, а вообще у вас тут инициативная группа какая-то есть, чтобы мог кто-то контролировать там и так далее? Все люди, у нас видно вот с окон, с домов. Мы будем контролировать, сколько в день приходит машин. И, пожалуйста, мы все это зафиксируем. Есть у нас видео, есть у нас номера машин. Это все мы уже у нас есть. Ахтема Ситаблаева наградили орденом за оборону страны. Об этом украинский режиссер и актер с благодарностью сообщил на своей странице в Фейсбуке. Этот орден учрежден благотворительной организацией «Фонд обороны страны». Им награждают военных, волонтеров и врачей, всех, кто защищает страну и на фронте, и в тылу. Это все новости на этот час. Всего вам доброго. Будьте с нами.